на долю Флоры Васильева выпало потрясающее время. Хотя, наверное, в историческом плане лучших или худших времен не бывает. Да? Каждый человек, родившись, проживает свою жизнь. И вот конкретное историческое время. И человек не выбирает родину, человек не выбирает родителей, и человек не выбирает время рождения. То есть человек бывает обречен на проживание того времени, в котором он живет. Поэтому с этой точки зрения, конечно, Флора Васильев не выбирал, но так сложились звезды, что его творческая судьба, начиная, условно говоря, с 20 лет и до кончины, примерно творческая жизнь его длилась 24-25 лет. Вот это время приходится на конец 50-х, 60-е годы и до 78-го года. Время удивительно интересное. И предложена мною тема Флор Васильев между литературой и общественным статусом подразумевает такие аспекты, которые, с одной стороны, векторы этих аспектов взаимонаправлены. С одной стороны, влияние контекста, времени, эпохи, среды, литературы на поэта. С другой стороны, как поэт своим масштабом дарования преобразует литературный климат в республике. И вот найти вот эти значимые факты соприкосновения – это очень интересная литературоведческая проблема. Флор Васильев, сочетание имени и фамилии уже вызывает необычайный интерес. Заурядная фамилия и необычное имя. Это уже изначально, ну, в общем-то, видимо, родителями, конечно, неосознанно, вот в ребенка, родившегося, я родился в месяц волчьих свадеб, нашу избу снегом занесло, были волки около усадеб, заходили серые в село. Вот это о феврале, то, что мы сегодня наблюдаем, все занесено снегом, да. И как раз в такую пору родился поэт, и когда родители нарекли мальчика именем Флор, и, понятно, фамилия Васильев, мне кажется, уже в этом есть какое-то вот судьбоносно-метафорическое, какое-то символическое абсолютно значение. Они закодировали своего мальчика, мне кажется, на какую-то вот творческую стезю. Я не знаю. Говорят, что и в воспоминаниях много об этом написано, что Флор замечательно играл на скрипке, на мандолине. При этом он нигде специально не учился музыке. Какая музыка в деревне Бердыши, предвоенные годы. В первый класс мальчик пошел в 1941 году. И мы понимаем, что это был абсолютный самородок, имевший музыкальный слух. Это абсолютно самородок, имевший с рождения, видимо, поэтический слух. Дальше, то есть, если бы он получил образование соответствующее по музыкальной части, возможно, он бы состоялся как музыкант, композитор или певец. Говорят, что он очень неплохо пел и действительно имел музыкальный слух. Дальше мы все знаем, что он был очень спортивный. И, собственно, как в легкой атлетике, то есть он замечательно играл в шахматы и шашки. Если бы он ушел в эту стезю, в этом направлении, не исключено, что и в этих областях он бы имел неплохие результаты. То есть я подвожу к тому, что мальчик, которого нарекли, на самом деле он родился 15 февраля, но отец дошел до сельсовета 19 и, собственно, записали его день рождения как 19 февраля, хотя сам поэт всегда отмечал, со слов, это я знаю со слов Алексея Федоровича Ермолаева, что он однозначно всегда отмечал день рождения 15 февраля. Ну, в общем, мальчик, рожденный и названный родителями Флор Васильев, действительно, он был обречен, я так думаю,
изначально на то, что его имя должно греметь. Значит, и очень интересно, он все делал, и к нему все шло очень рано. Первые стихи датированы 1954 годом, 20 лет. Спросите, кто в 20 лет не пишет стихи? Вот можно каждого, да, поднять, и все в 20 лет писали стихи. Александр Григорьевич еще раньше. Вот у него тут где-то есть стихи, написанные там в школьном возрасте. Поэтому с этой точки зрения Флор ничем, наверное, не отличался, но то, что уже в 1957 году в антологии стихи удмуртских поэтов было включено 6 стихотворений Флора Васильева, это говорит о многом, потому что в антологию включают там отбор, соответственно, профессиональный, и то, что 6 стихотворений пока никому неизвестного Флора Васильева в переводе на русский язык были опубликованы в антологии стихи удмуртских поэтов, это о многом говорит. Я так думаю, что здесь сыграла роль и то, что стихи ранние, совершенно первые, написанные еще в 1954-1955 годы, заметил Михаил Петров. Об этом тоже пишет Алексей Афанасьевич Ермолаев. Ну, как заметил, он, видимо, где-то в каких-то кулуарных беседах, в общем, замолвил доброе слово об этих текстах. В дальнейшем, вы знаете, что вот основное, если пройдемся по основным фактам биографии, мы заметим, что, будучи, как бы мы не всегда об этом задумываемся, но он закончил Глазовский пединститут в 1958 году, поступил в 1953. Дата 53 – это тоже символическая, это год смерти Сталина. И вот, будучи студентом Глазовского пединститута, он вот эти 5 лет проживал в то время, когда смерть Сталина, когда 1956 год, это 20-й съезд партии, и уже вот в воздухе витала так называемая оттепель, да? Возможно, еще вот это слово не вошло в культуру. Мы знаем, что оттепель – это такое негласное обозначение времени, пришло в общество с легкой руки Ильи Эренбурга, который издаст книгу под названием «Оттепель». Эренбург – публицист советской поры. И понятно, как, где еще, как не в студенческой молодежной атмосфере, как не молодежь чувствует воздух свободы, безусловно, да. И, конечно, я думаю, что воздух свободы, которым, в общем-то, уже, который витал в Москве, каким-то образом доходил и до регионов, в том числе до Глазова. И обращаю внимание, что в 1958 году, когда Флор становится секретарем горкома комсомола по окончании пединститута, ему-то было всего 24 года. Задумайтесь, Флору 24 года, а он секретарь горкома комсомола Глазова. Это колоссальная ответственность. Здесь сидят студенты, сколько вам лет, задумайтесь. Там вам 20, 23, 24, а завтра вы секретарь горкома комсомола. Это колоссальная ответственность. Это, в общем-то, абсолютно, в общем-то, взросление, безусловно. Дальше я выпускаю момент замредактора газеты «Красное знамя», и дальше в 1962 году Флор Васильев переезжает с семьей в Ижевск, поскольку его назначают редактором республиканской газеты «Комсомолец Удмуртии». Флору 28 лет. И в 28 лет он абсолютно становится, что такое редактор республиканской газеты. Это номенклатурная должность. Абсолютно. И с этой поры, собственно, он сам себе уже не принадлежит. Поскольку это та должность, которая подотчетна обкому партии и другим контролирующим органам и так далее, и так далее. Ему 28 лет. И, в общем-то, и параллельно с этим вот первые сборники стихов выходят, да, 60-й год, это еще период Глазовский, и 63-й год, это уже он в Ижевском, но формально это во второй сборник
«Шум ГДР», сборник, изданный в 1963 год, понятно, формально включены стихи, написанные чуть ранее. То есть стихи тоже глазовского периода. Я вот к чему. Очень рано, в общем-то, Флор Васильев, очень рано к нему пришел период взросления, скажем так, да, или, возможно, послевоенные мальчики так рано взрослели, и, собственно, мальчики военной поры, да, мы помним, в войну классом уходили в 17 лет. Это совершенно, вот я сейчас для молодого поколения, вот эти ассоциации. Насколько время было, в общем-то, насколько человек ярко проживал свою жизнь, насколько время само, атмосфера времени вот была насыщена, да. Поэтому и вот это яркое проживание жизни для Флора характерно как в литературе, так и по служебно-карьерной лестнице. И он постоянно находился между молотом и наковальней. Он постоянно был лириком и функционером. И в итоге все это привело к тому, к чему привело, и мы об этом будем говорить. Но сейчас чуть-чуть о самой литературной эпохе. Значит, разные исследователи делят творчество Флора Васильева, эволюцию творчества на разные периоды. Алексей Федорович Ермолаев говорит о том, что можно выделить два периода, Глазовский период и Ижевский период. И, условно говоря, Глазовский период заканчивается 1962 годом, и с 1962 года по 1978 это значит Ижевский период. Это точка зрения Ермолаева. Виктор Леонидович Шибанов и вслед ему Зоя Владимировна Пономарева говорят о трех периодах. Говорят о раннем Флоре, Флор такой срединный, скажем так, и Флор последних 2-3 лет перед смертью. На мой взгляд, можно говорить, наверное, действительно о трех периодах, но я бы говорила вот о каких границах моей периодизации. На мой взгляд, первый период заканчивается не 1962 годом, а 1964. 1964 год – это черная страница, черная мета в биографии Флора, поскольку в 1964 году умирает его муза, жена, мама сына Фаина. И очень много воспоминаний об этой семье, студенческой, молодой. И сейчас в литературе, среди литературоведов принято говорить, что это было тоже символично, метафорично. Фаина и Флор, флора и фауна. Впервые, по-моему, эту концепцию начала разрабатывать Дора Израилевна Вчерашняя в каких-то своих статьях. Мы это подхватили. Это действительно очень красивая литературная история. И, говорят, действительно была очень трепетная, нежная, светлая студенческая любовь. Но все закончилось в одночасье в мае 1964 года, и Флор Иванович не смог спасти свою жену от тяжелой болезни. И все то, и вот этот 1964 год однозначно рубежный в плане творчества. Я это прослеживаю по поэтическим текстам. Это тот случай, когда факты автобиографии коренным образом начинают сказываться на литературном творчестве. И это неизбежно. Второй период – это период, на мой взгляд, 64 по 71 или 72 год. И вот здесь я обращаю внимание, когда говорим о втором периоде, 3 сборника. Удмуртскоязычно, а русскоязычно я выделила курсивом, но речь сейчас об удмуртскоязычных оригинальных сборниках. Тонущая рысь, 66-й, Ношик Тонущая рысь, 69-й, и Гажандыр, 71-й.
Гажандыр я условно написала «Время любить» или «Время любви», но я пока сейчас шла и ехала в автобусе, я поняла, что я не права, поскольку вот этот дословный перевод меня мучил, потому что Александр Григорьевич меня сейчас поправит. Наверное, действительно не время любви, а вообще время чувствования, я так понимаю, Гажандыр, время какой-то вот такой чувственности, да, потому что любовь и чувственные вещи, они чуть-чуть разные. Так вот, это вот второй период. Третий период, это, конечно, сборник 1976 года «Варущон Толежи», последний прижизненный удмуртскоязычный сборник поэт. И о втором периоде, который приходится на 64-71 годы, я бы хотела остановиться подробнее, потому что, на мой взгляд, самый зрелый, самый сильный в таком эстетическом, художественном, мировоззренческом, философском плане, самый сильный сборник – это сборник Гажандыр. Там в этом сборнике весь Флор Васильев. Он бесцельный, зрелый, абсолютно взрослый. И порой, когда, если бы я не знала, сколько ему лет на тот период, я бы подумала, что ему там 50 лет, что ему там 55 лет. Настолько все сконцентрировано. И все это потом найдет продолжение вот уже в последнем его прижизненном сборнике 1976 года. Что так, вот этот период, три сборника, и их невозможно рассматривать отдельно от контекста литературной эпохи, от литературного климата в целом 60-х годов. Очень интересные вещи. Это явление шестидесятников, о котором мы тоже все знаем, слышим, для литературоведения это не есть официальное направление. Вообще, с точки зрения теории, классификации, этого понятия в литературоведении нет. Это такое метафорическое название. С легкой руки, это понятие шестидесятники, в общество пришло с легкой руки молодого тогда критика Станислава Рассадина. Это он впервые в своей статье использовал этот термин, а потом уже позднее, повзрослев в других статьях, он писал: шестидесятники – это метафора времени, вот этих годов. Это псевдоним времени, он даже писал, чуть позднее. И понятно, что время сумасшедшее интересное. И под этим явлением шестидесятники можно говорить и объединить о разных, совершенно разных поэтах. С одной стороны, это эстрадная такая городская лирика в лице Евтушенко, Вознесенского, Рождественского, Беллы Ахмадуллиной и так далее. Другое направление – это тихая лирика, такая сельского направления, деревенского направления в лице Рубцова, Жигулина, Владимира Соколова, помогайте, Александр Ильич. Ну и к ним примыкает Флор Васильев из региональных поэтов, Владимир Солоухин и так далее. И, собственно, такое бардовское направление в лице Куджавы, безусловно, да, Юлии Ким чуть позднее. И совершенно потрясающие. В воздухе, в общем, эти поэты были, в общем, конечно, они находились в эйфории от так называемой свободы. Потому что тот случай, когда, и, собственно, наверное, площадкой этой свободы в союзном масштабе являлся журнал «Новый мир» под редакторством Твардовского. И понятно, все то, что происходило там, в центре, не могло не доходить, вот этот камень, брошенный в реку, да, давал волны. Эти волны доходили до национальных республик. И, конечно, те, кто мог осилить, те, кто мог проглотить, и те, кто мог вкусить этот воздух свободы, и они и творили. Но дело в том, что, с одной стороны, начало 60-х мы помним, что творилось в новом мире, когда в 1962 году был опубликован Солженицын «Один день Ивана Денисовича».
И вы помните, что когда члены Политбюро во главе там с Хрущевым все это одобрили, на следующий год, по-моему, в 1963 году роман «Газета», значит, вышел тиражом в 100 тысяч экземпляров. Потом еще через год, нет, боюсь, 700 тысяч экземпляров, прошу прощения. Еще через год это произведение было издано тиражом 200 тысяч экземпляров. И в итоге к концу, примерно на уровне 68-69 года, тираж этого произведения достиг миллионного тиража. Да? Вот что творилось в обществе. И все это было, в общем, как горячие пирожки, это все расходилось. И в этих условиях дальше мы понимаем, что мы полетели в космос. Это эйфория абсолютно в плане такого научно-технического прогресса. И не случайно это время лириков и физиков одновременно. Да? И в эту пору найти свою нишу в поэзии, с одной стороны, было легко, с другой стороны, было не очень легко. И когда, грубо говоря, вот в эти годы, когда или надо писать о таких масштабных проектах, как «Космос», вдруг в эти годы Флор Васильев издает книгу, сборник «Тонущая рысь», 1966 год, через 2 года после смерти Фаин. На самом деле, те, кто знаком с содержанием этого сборника, могут сказать, но, собственно, «Тонущая рысь» это ведь не только о Фаине, это, собственно, и о малой родине, потому что в этом сборнике практически 2 темы: Бердыши, речка Моя, моя малая родина, но и образ Фаина, да? 2 ключевые темы. Но Флор Васильев, он был умный поэт, он умел использовать контекст. Да, «Тонущая рысь» — это ее малой родине и в память об ушедшей жене. Но обратите внимание, мне кажется, это все-таки больше в память о Фаине, потому что вот тот дизайн, как бы сейчас сказали, дизайн обложки, лаконичный абсолютно, трехцветный, тот лаконизм в оформлении, графический рисунок, женский силуэт. Во-первых, это рисовал сам Флор Васильев. Если бы, возможно, он имел художественное образование, возможно, он был тоже здесь и преуспел. Говорят, он очень недурно рисовал. И то, что он все-таки женский силуэт рисует, но не березки, не речки, не родники и так далее, не родной край, скажем так, да, мне кажется, все-таки в приоритете вот эта женская тема здесь давлеет. И это 66-й год. «Народ о космосе» и «Фаворе», вот те, кто о стройках партии «Пятилетки», и вот это камерный сборник с камерной темой абсолютно. Конечно, я так думаю, что такое оппозиционное отношение к Флору в его окружении, в окружении среди удмуртских литераторов и так далее, возможно, уже оппозиционное отношение началось с этого сборника. Потому что многие стали как-то вот уцепились за это, что он не в ногу со временем, мол, шагает. Когда вот пишет так узко на бытовые темы и так далее. И впоследствии, но надо было иметь мужество. И я здесь это подчеркиваю, что Флор Васильев был неимоверно мужественным поэтом. Это редкое сочетание, мужественный поэт. Это вообще редкое сочетание вообще, и в частности, и в удмуртской поэзии в том числе. И когда в 1969 году он как в пику выпускает 2-й сборник «Ножик тонущая рысь, снова о тебе». Вот я здесь просто вот с высоты сейчас уже прожитых лет преклоняюсь, потому что это позиция. Это позиция, потому что опасная позиция. Не забудем, что это уже 69-й год, и атмосфера в литературе же меняется, потому что в 65-м году, Александр Ильич меня поправит, уже начался процесс над Синявским Даниэлем. В 1966 году состоялся уже 23-й съезд партии, на котором выступил Шолохов
с докладом. И Шолохов, осуждая Пастернака, осуждая Синявского Даниэля, примерно говорил о том, что если бы эти молодчики с черной совестью писали в 20-30-е годы, что бы народ с ними сделал. Вот так, с такой речью выступил Шолохов в 1966 году. То есть в атмосфере назревал уже конфликт литературный, идеологический, мировоззренческий и так далее. И в эту пору, вот в 1969 году, я не думаю, что Флор Васильев не был знаком с речью Шолохова, с резолюцией партии. Более того, он ведь сам в 1966 году участвовал, оказывается, был делегатом 15-го Всесоюзного съезда ВЛКСМ. Я недавно обнаружила в районной газете Завьяловского района в пригородных вестях фотографию. Значит, по случаю столетия комсомола одна из жительниц Завьяловского района делится воспоминанием, как она в 1966 году ездила в Москву на 15-й съезд комсомола. И вдруг на фотографии, опубликованной фотографии, я обнаруживаю Флора Ивановича Васильева. Он, оказывается, тоже был делегатом этого самого съезда. Вот уникальная фотография из районной газеты. Так вот, и, конечно же, и Флор к тому времени, он редактор республиканской газеты, и, конечно, как бы если бы он шагал в ногу с партией, он вот в унисон должен однозначно писать другие стихи, и должен писать, издавать сборники стихов под другими названиями. Но он остается верен своей выбранной стезе лирика, и его лирическое начало, конечно, всегда превалировало, доминировало, и он, конечно, шел против течения литературного, такого, может быть, и общественного. И, на мой взгляд, это был смелый шаг и смелый поступок. И, конечно, Александр Григорьевич Шкляев в одной из рецензий или статей писал, что при всей внешней скромности, скрытности, он был обуреваем страстями внутренними. И в итоге мы потом придем к тому, что случилось в 1978 году. Да? Формально автокатастрофа, но неформально, как пишет Сергей Флорович Васильев, сын, что это была не случайность, это была закономерность. Но мы еще вернемся к 1978 году. И дальше, 1971 год, сборник «Гажандыр», абсолютно цельный, абсолютно зрелый сборник. Все те стихотворения, которые сегодня стали хрестоматийными, которые включены в программы по школьной литературе или вузовские программы, те стихотворения, которые у нас на устах, они были опубликованы в этом сборнике «Гажандыр». Ну, не все. Вот это стихотворение «Хватает Волги широты и синей», оригинал, то есть оригинальный вариант, это 1966 год из этого сборника. И вот «Гажандыр», и что такое, вот 71 год, но стихотворение это в основном 68-го, 9-го, 70-го годов. И надо понимать, что вот это пора оттепели, но при всей вот лиричности, конечно, если говорить о каких-то поэтических стилевых нюансах поэзии этой поры, то надо отметить, что каждый лирик был еще и журналистом, каждый лирик был еще и публицистом. И вообще публицистическая струя в лирике, она характерна для 60-х годов. Абсолютно публицистичным был Евтушенко, который моментально, как журналист, откликался на каждое событие, но не в прозе, но стихами. И не случайно Евтушенко называют публицистическим лириком. И это не случайно. И то же самое можно сказать и о Флоре Васильеве. Сказать и метафорично, и не метафорично, потому что он действительно журналистом был. И в одном из своих стихотворений, таких, в общем-то, может быть, не столь известных стихотворений, но
Мон грузчик это наддаур, я грузчик твой век. Вот это, конечно, кредо Флора Васильева, вот фрагмент этого стихотворения в автопереводе. И здесь мы уже видим эти антонимические конструкции, когда лирическое, публицистическое начало, когда радость и горе вместе, и так далее, и так далее. Следующее стихотворение. И в этом сборнике 1971 года опубликовано тоже знаковое стихотворение Флора Васильева. Просто сегодня я говорю о том, что это стихотворение становится памятником уже исчезнувшей деревне, родине Флора Васильева, деревне Бердыши. И здесь тот случай, когда вот финальная строфа, последняя строфа, мы нам столица Бердыш, моя столица Бердыши, это вот действительно метафора ключевая. В этой в одной строке вся поэтическая сущность Флора Васильева как поэт. Потому что, конечно, это в унисон, наверное, Куджаве, который в то время писал и пел, да, ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество. Это абсолютно вот в этом ключе, в этой тональности, но это настолько, вот тот редкий случай, когда стихотворная строка вот попадает, она не случайно. Совпадают многие обстоятельства. Время, текст, образ самого автора, да. И у него много стихотворений, посвященных Бердышам, в разных интерпретациях и так далее. И с какой любовью писал о Бердышах сын Сергей Флорович в своих воспоминаниях. Просто готовясь к этой лекции, я еще раз перечитала эту замечательную книгу «Эхо в лесу». Это книга воспоминаний Сергея Флоровича об отце, о семье, о времени. И половина этой книги по объему посвящены Бердышам. Это потрясающая страница. Притом Бердыши как, ну, в общем-то, действительно рай, как пишет, действительно рай, в прямом и переносном, и в плане пейзажей, и в плане тепла, потому что была жива бабушка и так далее. Очень много интересных воспоминаний, страниц, собственно, такое вот путешествие из Ижевска в Бердыши со всевозможными интригами, перипетиями и так далее, и так далее. Самое интересное, Флор, занимая такой пост, все время ездил с семьей в Бердыши на поездах, на перекладных газиках и так далее, понимаете? Вы можете себе представить, что он уже, будучи председателем Союза писателей, там еще чего-то, он все время добирался до деревни на перекладных поездах и каких-то там лошадях и так далее. Это удивительное время. В этом же стихотворении опубликовано, в этом же сборнике опубликовано стихотворение, которое в русском переводе известно больше, да, «Не черните, люди, белый снег, потемнеть пора придет и снегу, от напраслен гибнет человек, и от сплетен горький человеку». Там я пропускаю несколько строф. «Не черните, люди, белый снег, потемнеть пора придет и снегу. Как живешь, спросите человек, пожелайте счастья человек». С одной стороны, вроде и нет каких-то сногсшибательных метафор, настолько все просто, нет каких-то сумасшедших эпитетов, вообще поэтизмов. Но чем цепляет нас эта поэзия? Эта поэзия, она живая. Вот в этой поэзии пульсирует кровь, живая кровь, понимаете? Это не мертвечина, это не экзотика. В этой поэзии настоящая реальная жизнь. Она не выдумана, не искусственна, не фальшива. И вот как раз этим цепляет нас Флор, потому что он настоящий. В современных реалиях, вот если я смотреть современную поэзию, литературу, современные тексты поэзии, это все демонстрация того, смотрите, какой я вообще шибко умный, как я
умею жонглировать словами, и как я вообще могу, и как вот что я создаю. Ничего этого нету у Флора. Там абсолютно живая реальная чувство, живые чувства. Очень доверительная интонация, нет фальшивых нот, и этому веришь. И стихотворение «Родной Кыл» очень актуально в контексте сегодняшнего дня. И вот последняя строфа, это всегда было у нас, когда я училась в школе, да, в кабинетах удмуртского языка. Нет перевода, но «Бадюш урез кошкош священно, что речь Речь идет о том, что реки начинаются с родников, а мир и разговор начинается с родного языка. И понятно, обратите внимание, 68-й год. Вообще в то время поднимать вопросы в поэзии, вопросы об удмуртском языке, об этническую тематику, это было тоже, я думаю, что не просто, и как-то вот и моды на это не было. Это мы сегодня гораздо, да, мы сегодня, в общем, все этническое, это модное, это вообще у всех на устах, там времена были другие. И это тоже определенное мужество, определенный поступок, понимаете? И это абсолютно публицистично в контексте той эпохи. И дальше, я тут название только перечислю стихотворений из сборника Гажанды, классической, «Кошкичком лещаем куачду рыч», мы все больше уходим от природы, да, это проблема экологии. «Мон язычик ин марин куач», классическое стихотворение «Я язычик, мой бог, природа», и в дальнейшем сколько будут бить Флора Васильев за этот текст, что, мол, куда он в век атеизма, мы в космос летим, а он чего, да, Бога восхваляет. И мы потом увидим, чем это все завершится. Это вторая волна, первая волна, значит, то есть это стихотворение спровоцировало, я так думаю, вторую волну оппозицию против Флора, понимаете? То есть вот те в его окружении или не в окружении, но всегда находились люди, которые, в общем-то, следили за ним. Где же этот, кто же ему подножку поставит и вообще на чем он запнется, да? Потому что вот эти реплики в рецензиях, такой вот ваш хваленый поэт, потом это мы увидим, вот это ваш хваленый поэт с такой несколько иронией, сарказмом, это все Флор Васильев знал и слышал, это все у него было за спиной. И в 69 же году он напишет стихотворение «Улонзы поэт Йослен Вакчи», а жизнь у поэтов коротка. 69 год. Еще одно стихотворение на тему смерти будет в этом сборнике. Когда же мы откроем сборник 76 года, там мотив смерти уже будет доминировать. А если мы прочитаем стихотворение 77 и 78 годов, то 78 год это просто тема смерти как навязчивая идея. Из стихотворения в стихотворение. Но к этой теме я чуть-чуть позднее вернусь. Но при этом в этом же сборнике чистейшая, прозрачная, совершенно потрясающая, тихая лирика любви. Притом, вообще Флор был тишайшим из тишайших, если так сказать. И о любви он тоже писал очень деликатно и тихо, но при этом с элементами и с привкусом эротизма. Это была революция для удмуртской любовной лирики. Эротизма ровно столько, сколько надо, абсолютно с чувством меры, понимаете? Но это третья волна оппозиции, которая потом начнет бить Флора Васильева за это, что мол, у нас вообще, у нас же секса нет в Советском Союзе, и как можно вот так, да? Это очень сложно, но Флор это все понимал. Все, он не шел, он это не делал осознанно, чтобы навлечь беду и так далее. Он, я так думаю, писал так, как подсказывала ему
поэтическая душа, поэтическое видение. Он часто ездил в Москву, он общался с московскими поэтами, он был дружен со многими. Он искал своего переводчика. Могу сказать, что лет 20 назад уже, когда я писала диссертацию, я насчитала фамилии 44 переводчиков Флоры Ивановича Васильева. Прошло еще 20 лет, я нашла еще 7 дополнительных фамилий, теперь в моем списке 51 переводчик. При этом часть стихотворений он переводил сам. Известны его автопереводы, потому что очень часто он бывал недоволен переводом. То есть это все говорит о том, что он находился в процессе поиска своего переводчика. Речь идет о переводах на русский язык. И когда я говорю о прозрачности, о светлости его любовной лирики, вот как пример четверостишия это законченное стихотворение из сборника Гажандыр. Тон манам yazıyorsam kırşamın vorski meleşke malый кажелу, ведь очимномон яратонлен емышес. Подстрочник. Значит, ты была пропитана, то есть тобой пропитаны все мои юзви. Все мое тело тобой пропитано уже давно, до еще моего рождения, поскольку ведь я сам плод любви. И вот это Яратон Емышес, это такой образ хороший, плода во всех смыслах, это очень метафорический глубокий образ. И дальше. И в конечном счете все это заканчивается тем, вот эти оппозиционные волны, которые были вокруг Флора в литературе, в окололитературных кругах, это все заканчивается в одночасье письмом 1972 года. Письмо написал член КПСС и Союза писателей некто А. Волков, житель Глазовского района. Письмо адресовано первому секретарю обкома партии Валерию Константиновичу Марисову. Это письмо опубликовано вот в этом сборнике. Не очень качество хорошее, но понятно, что автор кляузник. Но письмо дошло до обкома партии, и писатели должны были реагировать. Председателем Союза писателей в 1972 году был еще Геннадий Красильников. И понятно, по следам этого письма состоится обсуждение в Союзе писателей Удмуртии. И протокол этого обсуждения тоже сейчас опубликован. Конечно, к чести членов правления Союза писателей Удмуртии все были на стороне Флора Васильева. Но я к тому, что тучи сгущались над поэтом, и время способствовало этому, потому что был пущен механизм. Уже оттепель ушла, и уже на смену оттепели приходит другое время, жесткие 70-е годы. И литература однозначно была вовлечена в государственную идеологию, и статус писателя, понятно, жестко контролировался властями, и понятно, чуть позднее, уже в 90-е годы, выйдет сборник статей о литературе 60-х, 70-х годов в Москве. И сборник будет иметь заголовок «Цена метафор». Мне кажется, очень яркий, звучный, метафоричный заголовок, потому что для 70-х годов метафора имела высокую цену, безусловно, поэтическую. И уже процесс был запущен. Когда я говорю об этом, я говорю о том, что в 1971 году стали изымать из библиотек растиражированные миллионными экземплярами «Один день» Ивана Денисовича. В 70-м году был уволен со своего поста Твардовский. И вы знаете, это был такой
акт очень жесткий, жестокий, потому что был вскрыт сейф в кабинете. Из сейфа достали рукопись Гроссмана «Жизнь и судьба». Это все осуждалось. Дальше, чуть позднее, начался процесс над Бродским и так далее, и так далее. Опять все эти волны каким-то образом доходили, и это давало повод таковым, как Волков, писать такие доносы на так называемых хваленых поэтов национального уровня и масштаба. Конечно, писатели, здоровое ядро писательской организации поддержала Флора, но ведь поэт единица штучная. Мы сейчас не знаем, что творилось в душе не Флора Васильева функционера, а Флора Васильева поэт. Поэт раним. И все эти письма, дальше к этому письму прилагается вообще статья о Флоре, автор тот же Волков, где он пишет о Флоре примерно следующее, что он вообще идет по пути Герда, что у нас опять гердовщина в литературе, и что это вообще надо искоренить на корню и так далее. Я думаю, что 70-е годы были очень сложными для Флора Ивановича, но его отношения с Гердом — это отдельная тема, и у меня на сей счет есть свои размышления вот в этом моем сборнике «Герд и Флор». Вы можете прочитать. Но скажу одно, что в 1978 году, когда Герду исполнилось 80 лет, и когда у Герди еще было так мало написано, сказано, и он еще, конечно, не был включен в школьной программе и так далее, Флор Иванович Васильев, будучи председателем Союза писателей Удмуртии, одним из первых вот в январе 1978 года устроил вечер памяти Кузьбая Герда в честь его 80-летия. Это было первое крупное республиканское мероприятие. Потом он был не очень доволен масштабом этого мероприятия, и потом, говорят, он извинялся перед родственниками и обещал, что следующий юбилей будет все масштабнее, значимее и так далее. Но до следующего юбилея Герда ему не удалось дожить, это было в январе, а в начале июля 1978 года он уйдет из жизни. Это очень интересная тема, вообще взаимоотношения, вот, гердовская традиция, гердовская линия в творчестве Флора с точки зрения уже литературных каких-то традиций, генезиса и так далее. Сейчас это стихотворение, значит, с 1973 года, это стихотворение опубликовано уже в последнем прижизненном сборнике «Куарущон Толеже», и когда я прочитала это стихотворение с посвящением Александру Григорьевичу Шкляеву, и в процессе работы над диссертацией я у Александра Григорьевича спрашиваю, вот, расскажите мне историю, почему? Эта история сейчас написана, Александр Григорьевич лучше меня расскажет, это уже, наверное, многие знают, но вот эти последние две строки «Монолошум путасавну шайбон бардасалке монпаннакинке», вот прям, вот, знаете, слезу прошибает, да? Невозможно это спокойно прочитать, мурашки по телу. В перевод, пожалуйста, там где-то есть, в перевод Натана Злотникова. Так вот, стихотворение 1973 года, еще впереди 5 лет. Но это уже, конечно, предчувствие, да, это реакция, ответ поэта на те обвинения, потому что вот начиная начало 70-х годов его начали обвинять в том, что он пессимист и так много пишет об одиночестве и о смерти. Вот о смерти коммунистов в бою можно, а о смерти вообще вот так это нельзя. Его начинают обвинять вот в увлечении эротической лирикой и так далее, и так далее. И, конечно, Флор Васильев был деликатен. Он отвечал достойно. Александр Григорьевич говорит, он мне ничего не сказал, он мне просто преподнес листок с написанным стихотворением, вот таким. И это был своеобразный, конечно, урок, достойный абсолютно. Значит,
в оставшиеся 5 минут. И наступит 78-й год. 78-й год, черный год в судьбе, и, собственно, для Флора Ивановича Васильева. И можно много и долго размышлять над тем, о его ранней смерти. Он прожил 44 года. С одной стороны, вроде и немало, если учесть, как много других поэтов великих всех времен и народов ушли в мир иной раньше этого возраста. Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский 37 и так далее, Высоцкий там 42, да, Гумилев, Блок и так далее. Собственно, вроде вот, дальше мы помним о том, что воспоминания мамы опубликованы. И мама Александра Ивановна пишет, что он часто говорил, дожить бы хотя бы до 50. Он это чувствовал. До 50 не удалось. Сергей Флорович пишет, буквально невозможно это читать спокойно, в заключение своей книги он заканчивает следующим образом. Флор Васильев погиб не случайно. Его гибель оказалась неизбежной. И дальше он пишет, он, отец, вошел в систему, думать было некогда, да и нельзя, во всяком случае на работе. Отец думал дома, вечерами, ночами. Он писал неплохие стихи. Система уничтожала и уничтожила многих. И дальше. Чуть раньше мы читаем о том, что уже в середине 70-х годов, когда начали исчезать неперспективные деревни, и в Бердышах осталось, как он пишет, 30 домов, для Флора Ивановича это уже было большой катастрофой. Он ощущал, вот он был в предощущении большой катастрофы. И я понимаю, что доживем до 85-го года, до 91-го года, чтобы с ним случилось, потому что в 91-м уже страны нет, за что боролись. И уже и Бердышей нет, уже не 30 домов, а 1 дом. И так далее, так далее. Поэтому, если в таком контексте, то, наверное, великие поэты умирают вовремя. И невозможно не процитировать еще или вспомнить слова Тынянова, сказанные о Блоке. Тынянов еще в конце 20-х годов, размышляя о Блоке, писал, что смерть Блока – закономерная не случайность. Потому что если символизм как направление исчезает вместе с революцией, то, что было делать Блоку дальше, он и умирает в 21 год, именно в то время, когда он должен был умереть. Поэтому закономерная не случайность. И вот со многих этих позиций, вот эту же цитату можно проецировать, наверное, на жизнь Флора Васильева, и в таком контексте действительно покажется, что Флор Васильев прожил отведенное ему время, отведенную ему жизнь, а судьбой было предначертано 44 года. Спасибо за внимание. Как я уложилась? Есть вопрос? Вера Егоровна, на вашем слайде было написано, что прижизненно было выпущено 13 сборников. Может быть, его сын после смерти Флора еще издавал какие-то доселе неизданные стихотворения? Давайте вернемся вот к тем слайдам. При жизни было действительно 13, но сборники, которые после 78-го года уже, да, то есть сборник на удмуртском языке «Ой, доверящиком» был подготовлен Ермолаевым Алексеем Афанасьевичем. Дальше в Москве выходят вот русскоязычные сборники. Дальше вот русскоязычный сборник 1984 года, тоже подготовленный Ермолаевым Алексеем Афанасьевичем. Дальше русские сборники. И дальше вот эта капитальная книга «Убрус». В этом сборнике
1667 стихотворений. Как я говорю, 1667. Я думаю, что ни один удмуртский поэт, возможно, Герд, вот не издал, вот, и нет, вот такой том. Вы можете задаться вопросом, все ли стихотворения здесь равнозначны, талантливы, гениальны? Конечно же нет. Абсолютно нет, и такого быть не может. Потому что здесь очень много проходных стихов. Или, как еще именуют, таких мертвых, в кавычках, стихов, которые написаны, ну, по разным причинам, да, они такие проходные. Или же вспомню одну очень цитату, она мне очень нравится. Маяковский как-то писал о Блоке. Он размышлял о Блоке и в одной статье пишет: «У меня, — пишет Маяковский, — из 15 стихотворений 4 гениальных, 10 средних и 1 плохое», пишет Маяковский. У Блока все наоборот. Но это одно гениально такое гениальное, которое я никогда не напишу. То есть, понятно, я не считала там в процентном соотношении и так далее, но здесь реально есть бриллианты в поэтическом плане, те стихотворения, которые обогатили удмуртскую поэзию, те стихотворения, которые позволили удмуртской поэзии разомкнуть провинциальность, как писал Домакович, и вывести удмуртскую лирику на российский уровень. Спасибо большое. Еще у кого остались вопросы? Языческая тема. Как возникла творчество? Я не крупный специалист по языческо-христианским вещам. На этот вопрос, наверное, бы лучше ответила Анна Сергеевна Зоева. И я специально как бы и не занималась этой проблемой. Но я солидарна, наверное, с позицией Алексея Фадеевича Ермолаева, который считал, что не надо передергивать и не надо выискивать у Флора Ивановича то языческие стихи, то христианские. Что-то вообще глупо. Я, скорее всего, придерживаюсь этой точки зрения. Он, скорее всего, не о язычестве, собственно, вообще писал, а тот пласт... Мне близка концепция Шибанова, которая утверждает, что Флор Васильев был еще поэтом-этнографом. И с этой точки зрения, как поэт-этнограф, он приходит вот к этой теме осознанно. Это уже вот начало 70-х годов, после Гажан-Дыр. И вот последний сборник «Прижизненные» 1976 года, это действительно, он позиционирует себя как поэт-этнограф. Он глубоко ныряет в фольклор, в мифологию и так далее. И фольклор становится не просто темой, но фольклор становится материалом, инструментом такого мировоззренческого плана, понимаете? Это становится такой отдушиной. Через этнографические темы он ищет путь к самому себе, понимаете? Он все больше становится удмуртом. Вообще надо понимать, он ведь закончил в Глазове факультет русской филологии. Он вообще специалист по русскому языку и литературе. Я не знаю, до какого... Он до 7 класса изучал удмуртский язык и литературу. Вероятно, если вообще изучал. И, собственно, вот его по мере взросления он все более и более становился этнически удмуртом, и он начинал это культивировать. Дарья Григорьевна, а вот все же соотношение его общественной политической работы и поэзии, они часто встречаются, мешают они, столкновения бывают, или вот как в конечном счете смотреть на это? Самой ткани творчества. Да, спасибо за вопрос, очень интересно. Я на подступах к этим размышлениям, я не могу сейчас в полной мере ответить, но в той мере, насколько он становился этническим удмуртом в таком хорошем эстетическом, художественном смысле, философском смысле, тем больше от него уходила вот такая коммунистическая партийная, вот какой-то такой пропагандистская составляющая. В конечном итоге, мне кажется, точка примирения где-то, я так чувствую, в том, что Флор Васильев
принципе, по жизни был учителем. Понимаете, он закончил педучилище, он закончил пединститут, и он вообще как бы остался учителем по жизни, понимаете? А это такая профессия, вот, и с этой точки зрения он мне очень напоминает героя фильма «Доживем до понедельника», этого учителя, который играл, вот даже визуально роль играл Тихонов, очки, светлый образ. И он, понятно, учитель, он нес светлое, доброе, вечное, да, и вот в его в такой мировоззренческой установке переплетались и назидательность, и дидактика, идеологические какие-то вещи, да, но и поэтические, этнические, национальные и так далее. Вопрос открытый для меня, то, что вы сейчас задаете, я пытаюсь, но мне кажется, вот в этом противоречии, на работе днем он вот функционер, вот это самое, писал, говорят, он вечерами, ночами, выходные дни, вообще закрывшись, если было возможно. Вот там он был поэт, и вот он, находясь между молотом и накованием, вот это он сжег и сжил самого себя. По текстам конкретно надо смотреть, я сейчас прям вот по текстам не готова, наверное, ответить. Лучший переводчик с вашей точки зрения? Лучший переводчик, с моей точки зрения, наверное, Олег Поскребышев, однозначно. Наверное, Анатолий Жигулин. Наверное, вот последний перевод мне нравится Владимира Емельянова. И, собственно, все, видимо, я отдаю предпочтение все-таки русским поэтам, которые жили в Удмуртии. Нравится мне Эдуард Балашов. Вот, наверное, это четвертое. В любой чащобе лишних нет деревьев. И если даже вырубить кусты, то и тогда леса лишатся древней, естественной и дивной красоты. Как согревает чье-нибудь участие, когда лихой беды наступит срок, так человек тогда бывает счастлив, когда он на земле не одинок. Хватает Волги широты и синей, но с Камой она еще синее. И для меня бы не было России без маленькой Удмуртии моей.